Она соответствует всем модельным параметрам для хвойных. Рост более 20 метров, пышная, симметричная. Сама родом из Карткировского района. Только там смогли найти подходящую красавицу, достойную звания главной елки столицы. В других муниципалитетах, может, и были кандидатки, но привести их не было никакой возможности. По словам руководителя жилкомсервиса, чтобы можно было без проблем вывести хвойное дерево из леса, оно должно расти на открытом месте. Впрочем, и эту ель смогли привезти только на третий день. Подвела погода. Первый раз мы поехали, у нас утонул КАМАЗ. Прям мы его доставали, вызывали технику, помощь с Сыктывкара, вытаскивали технику. И потом мы через день уже более легкой техникой, проложив там определенную дорогу, достаточно, мы выехали первый раз в 9, а приехали в 5 утра люди. А второй раз уже как-то нам повезло, и мы достаточно удачно. Мы нашли еще несколько елок, но туда было не подъехать, вообще не подъехать никак. Там ручьи, которые еще не замерзли, достаточно сложно в этом году вообще с елками. Теплая погода не дает достаточно дозреть и льду для ледового городка. Капризный материал приходится наращивать. Завтра первую партию уже планируют привезти на Стефановскую площадь. Пока стройматериал сгодится только для ограждений. Для более сложных фигур его толщины еще недостаточно. Впрочем, подрядчик не унывает. Практика строительства новогоднего городка во время оттепели уже была. Так что площадь к открытию главной елки будет готова с ледяными героями мультфильмов. И, конечно же, как и в прошлом году, всем жителям города Сыктывкара понравился очень каток. И поэтому будет вокруг елки будет оформлен каток, на который можно будет прийти любому со своими коньками. Могут взять в прокате, который будет организован пункт проката, конечно же, и покататься на Стефановской площади вокруг нашей главной елки. Всего по Сыктывкару установят 13 елок. Улица Коммунистическая, железнодорожного вокзала до центрального универмага загорится обновленной иллюминацией. Старую уже снимают. Пробное включение новой планируется на следующей неделе. А 25 декабря, во время открытия главной елки столицы, сыктывкарцы смогут окунуться в настоящий мультфейерверк. С большого экрана гостей праздника будет приветствовать главный Дед Мороз. Он даст старт новогодним праздникам, которые в Сыктывкаре будут проходить до середины января. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.